Добрый день, меня зовут Петр Николаев, министр инноваций и цифрового развития. Прошу в гости. Да, вот как начинается рабочий день, он начинается очень рано, 8:30 утра. Обычно он начинается с просмотра, так скажем, основных сводок информационных на новостных каналах, какие события произошли, так скажем, за прошедший день. Ночью, так скажем, да, именно, возможно, были аварии на объектах связи, да, какие-то ключевые вещи. Также планирование текущего рабочего дня, уточнение плана, да, то есть мы его заранее формируем, и потом по ходу этого плана, возможно, будут корректировки, потому что у нас работа достаточно живая, очень много, так скажем, приглашений, направлений, совещания у нас меняются, направления тоже они меняются. Вот. Прошу, вот мое рабочее место, классическое, так скажем, рабочее место. Ну, у меня как два монитора, так удобнее смотреть документы, так скажем, большого объема, большого формата. Рабочий стол тоже обычный, классический, да. Ключевые документы я иногда распечатываю для удобства, да, чтобы под рукой всегда были. Это обычно контрольные, либо проверочные мероприятия. IP-телефония также у нас наша организация предоставляется. Рабочий стол, здесь я провожу свои основные совещания с нашими коллегами в таком мобильном, усеченном формате, так скажем. Вот. И здесь, конечно же, прошу обратить внимание в эту сторону. Это наша карта ключевого нашего проекта, нашего министерства, это «Синергия Арктики», вот, ключевой инфраструктурный проект. Здесь обозначены все населенные пункты, которые будут подключены в ходе реализации проекта. Конечно же, визуальные, так скажем, представление его нам очень помогает планировать, смотреть, обсуждать с коллегами, да, по маршрутам, по направлениям, по срокам. Я свой рабочий день не представляю, конечно же, без моей команды. Это постоянная коммуникация с моими сотрудниками, с моими заместителями министра. Мы общаемся 24/7, в любое дня и времени ночи. Вопросы бывают разные, срочные, поэтому без моей команды, получается, мне очень сложно было бы реализовать те направления, которыми мы сейчас занимаемся. Вот, поэтому я очень горжусь нашими ребятами. Государственная служба, она на текущий момент такая непростая, скажем, да? Поэтому здесь работают преданные делу ребята, сотрудники, специалисты. Это, либо же я в обеденное время могу прогуляться. Здесь у нас, кстати, мы в центре города находимся, вокруг озера. Могу подышать, посмотреть, так скажем, на озеро, на прохожих, да? Вот, либо пообщаться с коллегами на отвлеченные темы, да, не обязательно про работу, послушать музыку в свободное время, да? И музыку я люблю, вот, поэтому такие вот моменты отдыха. Конечно же, и физнагрузки, есть у меня гантели, очень хорошо помогает снимать стресс, вот, да? Поэтому иногда ими пользуюсь, конечно, по назначению. Давайте я вам сделаю небольшую экскурсию по нашему министерству. У нас коллектив небольшой, 38 человек. Как раз вот идет обучение нового нашего секретаря. Люди приходят, уходят, двигаются дальше. Конечно же, меняется у нас немножко ребята. Здесь мои заместители, вот основные наши управленцы, так скажем, министерства. Сейчас зайдем в гости. Васильев Дмитрий Семенович, здравствуйте. Да, хотел бы представить моего заместителя первого, курирующего вопросы финансирования и цифрового развития. Вот как раз идет совещание, не будем им мешать. Я думаю, очень важные вопросы обсуждают. Вот. Второй заместитель — это Черноградский Михаил Павлович. Он тоже на рабочем месте. Михаил у нас курирует вопросы инфраструктуры, телекома, связи. Именно этот человек занимается напрямую проектом «Синергия Арктики». Миша, привет. Вот, поэтому я думаю, ты тоже занят, поэтому не будем сильно отвлекать. Пойдемте дальше. Здравствуйте, коллеги. Это отдел финансово-правового обеспечения, наша основная финансовая ударная сила, так скажем, да, все согласования государственных программ, государственных заданий, финансирование подведомственных учреждений. Вот Татьяна Анатольевна Новикова, руководитель нашего подразделения. Юридические вопросы, финансовые, кадровые, да, все проходят через это подразделение. Очень сложная и важная работа, я уверен в этом. Спасибо. Идемте дальше. Один из ключевых отделов — это у нас отдел государственной политики в области связи.
Прошу. Ребята, добрый день. Евгений Апросимов, начальник подразделения. Наши ребята курируют вопрос, конечно же, реализации синергии Арктики. Ну и не только. Это развитие мобильной связи, обращение граждан. Кстати, большинство обращений граждан у нас поступает именно по вопросам данного подразделения. Это связь, почта, радиовещание, телерадиовещание. Поэтому очень ключевой отдел в нашем министерстве. Поэтому у ребят достаточно большой объем работы. В целом у нас министерство располагается в бизнес-центре на 8 этаже. Мы занимаем не так много площади. Как... Вот. Здесь у нас отдел цифрового развития. Ребята, всем привет. Вот. Аян Васильевич Никифоров. Он у нас заместитель начальника отдела. Начальник отдела у нас находится в очередном отпуске. Эти ребята занимаются именно вопросами оцифровки государственных услуг, искусственным интеллектом, государственными программами в части цифрового развития, ну еще и многое другое. К примеру, там, внедрением платформы обратной связи, автоматизации мер поддержки участников специальной военной операции. То есть основная цифровая, так скажем, история в этом отделе у нас происходит. Дальше идем. Мы выходим немножко дальше. Здесь у нас режимно-секретное подразделение, тоже аттестованное по всем требованиям и правилам. В целом мы на этаже 8 располагаемся почти одни, но наши соседи, добрые соседи, торгово-промышленная палата. А в целом мы занимаем 8 этаж. Вот. Я хотел бы вам показать отдел инновационного развития. Отдел инновационного развития, добрый день. Да, ну, часть ребят у нас находится на выезде, на совещаниях. Николай Владимирович Слепцов, начальник подразделений. Николай, скажи пару слов, чем твое подразделение занимается, что курируете, чем сейчас занимаетесь, какими проектами, так скажем? Ну, наше подразделение занимается технологическим лидерством, это инновации, IT-проекты. Также у нас большой пласт работы связан с развитием креативной экономики. И вот недавно добавился тоже новое у нас направление, это беспилотные системы. Развитие отрасли беспилотных систем, таких не только авиационных, но и наземных и водных. Такие у нас такие большие и амбициозные задачи. Спасибо, Николай. Отвлекать не будем. Вот. Ну, слово сказать то, что инновации у нас такое направление, которое очень быстро меняется, поэтому ребятам постоянно надо быть, так скажем, на острие повестки. Вот. Здесь у нас зал совещаний, и здесь вот у нас тоже ключевой отдел государственной политики в области средств массовой информации, курирующий деятельность. Привет всем. Здравствуйте. Вот, курирующий деятельность, кстати, наших государственных СМИ, это начиная от НВК Саха, Саха Печати, ЕСИЯ, издательский дом Илтумен, да, вот. И, то есть наши коллеги занимаются именно, так скажем, работой с этими подразделениями, учреждениями, формированием государственного задания, да. Это и интернет-издания, и газетные издания, книгопечатание, да, типография тоже находится, и их видение. Вот. Именно здесь куется, так скажем, государственная история в части взаимодействия и работы средств массовой информации. Вот. Здесь мы хотели бы наш кабинет показать, зал заседаний, да, где мы проводим свои более расширенные, так скажем, совещания. Министерство, в нашем понимании, в моем понимании, это работают для наших граждан, людей. Это развитие телекоммуникации, развитие цифровых сервисов, услуг. Главное сделать людям жизнь более комфортной и удобной, да? То, чтобы они чувствовали, что наш уровень жизни повышается, и это главная ключевая задача нашего министерства. Мы находимся в здании Дома правительства номер 1. Здесь часть своего рабочего времени я провожу, участвую в различных совещаниях у руководства республики, с коллегами, обсуждаем разные вопросы по направлениям правительства, конечно же, и нашего министерства. Сейчас я направляюсь на совещание Кузнецовой Елены Анатольевны, первый заместитель руководителя администрации. Будем обсуждать вопросы внедрения
и агентов в государственном управлении. Работа на госслужбе, она достаточно специфичная, так скажем, требует много, так скажем, ну, выдержки, профессиональных качеств определенных, да, опыта. Вот, она, ну, на текущий момент мне кажется, что молодые люди как бы не совсем стремятся на государственную службу, вот, и с этим нужно работать, да, ребятам объяснять. Конечно же, мы очень рады, когда молодые специалисты приходят, работают у нас, вот, когда есть новые направления, новое видение, так скажем, да, наших молодых ребят, которые выпускаются с университетов. Поэтому я уверен, что у государственной службы есть большое, так скажем, будущее, и мы уверены, что молодые люди обязательно к нам будут приходить работать. Я думаю, у каждого человека такой выбор возникает в течение его деятельности, карьеры. Вот. Но почему-то жизнь и профессиональный путь, так скажем, меня все время возвращал на профессиональную государственную службу. Не люблю название чиновник, я использую профессиональный госслужащий. Вот, поэтому я сейчас, ну, как бы, не жалею о своем выборе, уверен, что я могу принести какую-то ощутимую пользу нашим жителям, нашей государственной службы, нашим проектам. Поэтому сейчас и здесь я работаю на посту министра инновационного развития. Ну, конечно же, это желание помочь нашим гражданам сделать жизнь лучше, более качественной, удобной. Вот. Конечно же, члены нашей команды, коллеги из правительства, из министерства. Поэтому новые вызовы, кто-то должен их делать. Я думаю, почему это не наша команда. Уверен, что у нас все получится. Большим наставником, вдохновителем, конечно, это был мой отец, мои родители. Ну и жизнь меня многому научила, да. Вот, поэтому по ходу очень много хороших людей я встречал по ходу своей деятельности. Их очень много, очень профессиональные специалисты своего дела, да. Кто-то уже на пенсии находится. Поэтому наставничество — это очень полезная штука для молодых специалистов. И, конечно же, и в текущий момент у меня тоже наставники, они есть, и мы продолжаем общаться и развиваться. Меня вдохновляет в нашей работе это новые проекты, новые вызовы и, конечно, желание развивать нашу большую республику и, конечно же, желание развиваться нашей команде. Если честно, нет, я не видел себя министром в детстве. Все дети обычно, моего периода, советского, так скажем, детства, мечтали о разном, становиться милиционерами, космонавтами, либо же геологами. Там, да? Вот. Министром я не хотел быть в детстве. Сейчас, конечно же, это так, интересно вспоминать, так скажем, да, о своих мечтах детских. Вот. Но если уж путь выбрал, если судьба привела, профессиональный путь привел, то будем работать и достигать определенных результатов. Я предпочитаю разную музыку, разных направлений, по настроению, так скажем, да. Последнее, что я слушал, это якутская песня исполнителя Микан. Вообще, то есть я сами увлекаюсь же пением, так скажем, да, вот, играю на гитаре, пою, поэтому очень люблю такие песни в исполнении местных наших артистов, современных и чуть постарше, так скажем. Вот. Ну и динамичную музыку люблю по настроению и, конечно же, классику определенную. На заставке моего телефона вот снимок, сделанный собственными руками. Это я снимал парк. Вот. Очень люблю природу, люблю активный отдых, поездки на сплавы, походы. Вот. Обязательно я стараюсь выезжать в теплое время года, это летом. В основном получается выезжать в отпускное время. Вот. Я заряжаюсь на природе. Нашу природу очень люблю. В прошлом году удалось съездить на реку Синяя, на сплав. Вот. Поэтому давно хотел побывать там, на Синских столбах. Конечно, впечатления неописуемые. Очень красивая природа в республике. Не всегда удается, вот когда я стал министром, времени совершенно не хватает. Либо рано утром, либо поздно вечером получается выбраться куда-нибудь. Но это тренажерный зал. Я, да, вот, летом в теплое время года это на велосипеде катаюсь. В кабинете, вот вы видели уже у меня гантели, да, вот, ими, так скажем, немножко балуюсь. То есть физнагрузки стараюсь себя, как сказать, у нас сидячая же работа,
Поэтому физнагрузки для госслужащих – это обязательная история. Хорошо помогает держать форму и работать, так скажем, в длительное время, выносливость тренируется и так далее. Детство – это такое время беззаботное. Ну, это, наверное, запах еды, запах оладушек моей матери, пирожков, запах рыбы, потому что я родился на реке Лена, а я родился в Жиганске, поэтому очень люблю рыбачить. Вот, определенно вот эти запахи детства мне... И запах, наверное, и звук, кстати говоря, моторной лодки и запах бензина очень сильно напоминает мне детство, потому что все детство у меня прошло на реке. В детстве я мечтал, мечты такие простые были, но я очень хотел стать, допустим, в одно время адвокатом. Да? Вот. Мне нравилась почему-то эта профессия. Может быть, она потому что касалась защиты людей, да, и она очень такая красноречивая, так скажем, да, вот. Очень много информации нужно знать. Ну, конечно, очень сильно мечтал о мотоцикле, как и все деревенские ребята. У меня был мотоцикл, хотел и новый мотоцикл получать, и велосипеды, вся эта история. Вот. Ну, конечно же, хотел и какие-то новые города, новые страны увидеть я хотел всегда. Вот. Не всегда это получается, но стараюсь по возможности. Теперь уже, ну и по России очень часто, очень много уголков России, где можно посетить, оказывается. Вот. Ну и очень интересных мест. Вот. Поэтому туризм российский, так скажем, да, узнать новые места, увидеть их, это классно, по идее. Часть из них нет, мотоцикл я такие не купил. Вот, я эту идею, мечту не оставляю, обязательно получится, я думаю, его приобрести, права приобрести, эту историю, да. Вот, ну а потихоньку, конечно же, потихоньку, понемножку, в части путешествий, эта мечта реализуется. Я мечтаю, чтобы у нас была сильная республика, технологически развитая, да, вот, с развитием искусственного интеллекта. Очень много отраслей меняется, и мир очень быстро меняется. Да? И креативная индустрия, и творчество. Это определенный отпечаток делает в экономике. Поэтому я хочу, чтобы наши ребята, наши жители и шли с ногу со временем, чтобы мы не отставали. Ну и, конечно же, не забывали о своих традициях, корнях, да, вот, о нашем прошлом. То есть симбиоз такого будущего, технологий вкупе с нашей культурой, с нашим кодом, так скажем, да, национальным, чтобы это все как-то у нас закрепилось и развивалось на нашей республике. Итак, мы находимся на станции Экспресс-ЦС. Старое историческое название – это «Орбита». В целом эта станция была построена в 1967 году. В советское время, в советский период, благодаря этой станции работало наше телевидение. На сегодня же она выполняет тоже задачи нашего телевидения, цифрового телевидения, получается. Благодаря этой станции и иным станциям, которые размещены на этой территории класса «Экспресс», поднимаются телевизионные сигналы до спутников и транслируются на всю республику, на нашу большую республику. То есть благодаря этой станции цифровое телевидение могут смотреть наши жители. И, конечно же, отдельно стоит отметить, что благодаря этой станции у нас есть возможность врезки в канал общественного телевидения нашего любимого Якутия-24 в объеме 6 часов в сутки. В целом, конечно же, объект он не для общего доступа, съемки здесь проводятся, можно сказать, впервые, поэтому мы хотели вот обязательно показать вам этот объект, ключевой объект в инфраструктуре связи, телевидения. Поэтому можно сказать, что это немного эксклюзивный материал. Мы продолжаем знакомиться с нашими объектами и продолжаем развивать нашу инфраструктуру для наших жителей. Мы выезжаем на свои объекты регулярно. Раз в неделю обязательно мы посещаем свои объекты, общаемся с нашими специалистами, коллегами федерального, регионального уровня. Это обязательная работа. Сверяем часы, планы по развитию, конечно же. Возможно, какие-то есть проблемы и задачи, которые необходимо решать.
потому что инфраструктура, которая обеспечивает беспрерывное предоставление, будь то интернет, телевидение цифровое, да, она должна работать 24/7. Поэтому это очень важно. А вот какие примерные планы развития у цифрового телевидения в Якутии? Я думаю, она будет развиваться в дальнейшем, и на базе этой станции тоже есть большие планы у серьезных организаций, таких как Роскосмос. Будут в дальнейшем устанавливаться отдельные, так скажем, элементы инфраструктуры, поэтому не будем загадывать. Космос, так скажем, достаточно, коллеги у нас серьезные и суеверные, поэтому посмотрим, поживем. Все, что у нас будет реализовываться, вы в свое время узнаете. Уважаемые зрители, я хотел бы представить моего большого друга и коллегу, директора филиала РТРС в Республике Саха-Якутия Юрия Владимировича Горчакова. И именно эта структура занимается развитием, вещанием цифрового телевидения по всей территории нашей большой республики. Поэтому Петр Васильевич, мы с вами находимся сегодня на уникальном объекте. Как уже было сказано, объект у нас этот 1967 года постройки. Всего на территории республики было построено 7 таких объектов. То есть все телевидение шло через эти объекты. Чем уникален объект? Он уникален своей приемной антенной. Антенна ТНА-57, диаметр антенны 12 метров. Вес над нами сейчас с вами почти 60 тонн. То есть там опорно-поворотное устройство достаточно тяжелое. Данный объект также используется у нас сейчас и для современного телевидения, для цифрового телевидения. Хочу отметить, что в этом году нашему предприятию в российской телевизионной радиовещательной сети 25 лет. Предприятие было создано в 2001 году указом президента Российской Федерации. Предприятие было создано в целях цифровизации телевидения. То есть за время существования предприятия, за 25 лет, вся территория Российской Федерации охвачена цифровым эфирным телевизионным вещанием. В России эксплуатируется более 5000 телевизионных станций. На территории республики у нас эксплуатируется 211 объектов. И наш филиал РТРС РТПЦ Республики Саха-Якутия, является одним из крупнейших филиалов. Охват населения телевидением в республике составляет более 95%. Ну и, пользуясь случаем, наш профессиональный праздник 7 мая, хочу поздравить всех коллег-связистов с этим большим праздником. Самое главное, чтобы связь была без брака, и чтобы мы меньше выезжали на аварии, а все делали планово и по проектам производства работ. С праздником! Примерно так проходит мой рабочий день. Мы находимся сейчас на объекте РТРС. Это наша телебашня, находящаяся в центре города. Все жители, думаю, Якутска неоднократно ее видели, ее подсветки разноцветные. Это символично, потому что в этом году Министерству инноваций 15 лет, в ГУП РТРС 25 лет, ГБУ РЦИТ тоже 15 лет, поэтому в преддверии и нашего профессионального праздника 7 мая, Дня радио, я хотел бы поздравить своих коллег, связистов, айтишников, журналистов, кто работает на телевидении, на радио, кто работает в производстве, с профессиональным праздником, пожелать им неиссякаемой энергии, добра, тепла и личного счастья. Подписывайтесь на наши каналы в Максе Мининновации и на Якутия 24.